Какая у вас заработная плата? 25 рублей. Кем вы мечтали стать в детстве? Добрым волшебником. Какое качество вы цените больше всего в людях? Современным, чистым, зеленым. Мэрия Лайф каждую среду в 19:00. Инстаграм, Фейсбук, профиль OneClick Якутск. Подключайся в прямой эфир, смотри, задавай свой вопрос. Добрый вечер, вы смотрите Мэрия Лайф, выпуск номер 20. С вами Марика Амосова. Каждую среду в 19:00 подключайтесь, смотрите и задавайте свои вопросы в профиле OneClick Якутск в Инстаграме. Сегодня на ваши вопросы ответит начальник управления автодорожного округа Сазонов Владислав Владимирович. Добрый вечер. Здравствуйте, спасибо, что пришли. Спасибо вам, что пригласили. Расскажите, пожалуйста, о функции вашей управы. Управа автодорожного округа является муниципальным казенным учреждением, созданным с целью осуществления функций, возложенных на органы местного самоуправления. Поскольку муниципальное казенное учреждение, мы, соответственно, выполняем свои функциональные обязанности согласно бюджетным ассигнованиям, которые предусмотрены на текущий финансовый год, строго по статьям бюджетной сметы. Если коротко об округе говорить, то у нас округ самый большой, площадь занимает у нас 38 тысяч квадратных километров. Если так по границам очертить, получается, у нас граница от пересечения улицы Крупской по улице Чернышевского, дальше по Покровскому тракту, вся правая сторона до 19-го Покровского тракта, включая высшую школу музыки. Дальше уже подсобка идет до птицефабрики и возвращается по Сиглясскому шоссе. И, получается, входят такие микрорайоны, как птицефабрика, ДСК, Речевая школа, Покровские дачи, улица Красильникова, улица Автодорожная, микрорайон Залок, Новый, и также Прометей, который строится. Далее, если говорить о деятельности, у нас работает 14 человек. В принципе, коллектив достаточно дружный. Хотелось бы, пользуясь моментом, поблагодарить их за хорошую работу, за самоотверженный труд. Ребята действительно делают очень многое, чтобы повысить качество проживания жителей нашего города. Если по статьям расходов уже конкретно определиться, то хочу рассказать о направлениях деятельности. Первое и самое основное – это повышение комфортности проживания жителей, социальная поддержка, организация культурно-массовых мероприятий, также обеспечение жизнедеятельности населения и повышение предоставления соответствующих услуг и товаров для наших жителей. В прошлом году у нас было предусмотрено по первой цели повышения комфортности порядка 10 миллионов, которые мы израсходовали по следующим направлениям. Это у нас обеспечение сохранности зеленых насаждений и озеленение, там порядка 1,5 миллиона. Это у нас включается посадка саженцев, цветов, их полив, завоз земли, завоз песка. В прошлом году в рамках «Миллион цветов» и по направлению «Цветущий Якутск» было высажено 144 тысячи цветов. Из них за счет бюджетных средств у нас 14 тысяч цветов. Львиную долю, конечно, здесь нам помогли жители самого округа, предприятия, организации, предприниматели, образовательные учреждения, за что им огромное человеческое спасибо. Мы очень рады, что с каждым годом активность жителей увеличивается, и мы надеемся, что в этом году мы такую же сумму, даже больше, сможем посадить и сделать наш город еще лучше и краше. Также по саженцам 4000 саженцев было высажено, в рамках бюджета 250 саженцев, остальное также при участии организаций предприятий. Следующим у нас направлением является обеспечение санитарного порядка. Сумма средств предусмотрена 5 миллионов 561 тысяча рублей. Туда входит у нас мероприятие по трехмесячнику, это вывоз снега. В прошлом году у нас вывезено, и также в этом году 27 тысяч кубометров снега. В этом году чуть больше. Чуть больше. Да, в этом году чуть больше, потому что были осадки, были выделены дополнительные средства. 27 тысяч кубометров снега, из них в рамках бюджета 2100 кубов. Здесь мы, получается, в рамках трехмесячника организуем штаб, очень плотно работаем с предприятиями, организациями, с индивидуальными жилыми собственниками индивидуальных жилых строений, чтобы совместными усилиями обеспечить вывоз снега с их территории. Хотелось бы отметить и напомнить, что каждый собственник индивидуального жилого строения или собственник территории или той или иной организации обязан в соответствии с правилами благоустройства вывозить свой снег специализированными организациями на соответствующий полигон.
А если он этого не будет делать, то административный штраф, да? Да, конечно, мы принимаем меры. Сперва, в первую очередь, выдаем предписание. Если предписание не исполняется, уже привлекаем к административной ответственности через административную комиссию. Зачастую жители частного сектора грешат тем, что собранный снег они складируют на проезжей Просто во двор части. рядом. Да, на проезжую часть. И получается, тем самым это становится причиной затопления проезда к району частного сектора. Производим также мы откачку ежегодно и ассенизаторскими автомашинами, и помпами. Проводим, сейчас у нас организованы субботники, производим вывоз несанкционированных свалок. В прошлом году вывезено 2800 кубических метров мусора. Из них в рамках бюджетных ассигнований 1900, а 900 остальные это мы в рамках субботников, которые проводим с организациями, предприятиями, с учебно-образовательными учреждениями очистку озер и очистку лесной зоны в районе птицефабрика. Хотелось бы тоже поблагодарить за активное участие. Мы очень рады, что вы так активно принимаете участие, и думаем, что также мы сможем в этом году соорганизоваться и на хорошем уровне это все провести. Буквально на прошлой неделе у нас исполнительные органы власти участвовали. Министерство молодежи, департамент ветеринарии и департамент госзакупок. За прошлую неделю также при участии муниципальных предприятий, теплоэнергии, департамент финансов было вывезено и собрано 846 мешков мусора и 4 автокузова. У нас также проводится акция «Вывоз кузов». Также проводятся у нас акции «Личный пример». Каждый год уже акции «Отец может, сын поможет». Далее основным направлением деятельности у нас является это также обеспечение функционирования объектов благоустройства. То есть мы проводим ремонт детских площадок. В прошлом году у нас было отремонтировано 4 детские площадки. Кроме того, мы в прошлом году совместно со строительным сообществом построили на улице Крупской воркаут-площадку. Рядом с домом Статика, знаете, да? Да. Возле Теплого озера, да? Рядом с Теплым озером. Отдельно слова благодарности хочу выразить группе компании СТ. Большое спасибо Капиталстрою, Любченко. Они очень большую поддержку нам оказали. И мы я думаю, что очень хорошая площадка у нас получилась. Она качественная, видно сразу. Да, современная. В этом году мы также планируем обустроить 5 детских площадок, одной из которых будет эко-площадка. Это что такое? Эко-площадка, она будет обустроена из экологически чистых. То есть дерева, да? Из дерева, да. Мы собираемся ее обустроить в районе речевой школы, поскольку там у нас все-таки тоже частный сектор, люди живут, просят, чтобы была организована эта площадка. И детишки рядом есть, получается. Да, верно. И 4 остальные будут такие современные площадки, комплексы. Также будем обустраивать их. А где, на каких площадках, то есть адресах? Адреса у нас будут в районе Залога, улица Тимирязева, улица Радиоцентр, улица Дежнева, это 80-е дома. Также будет в районе птицефабрики организовано и в районе ДСК. Также будем обустраивать. Следующим направлением деятельности у нас является отсыпка. Но, к сожалению, средств не так много выделяется. В прошлом году мы около 1000 кубов песчано-гравийной смеси и щебня отсыпали проезды к жилому фонду и проводили грейдирование. Но округ у нас, поскольку самый большой, к сожалению, не везде, не всегда этих средств хватает, чтобы везде это организовать и провести. Другим направлением деятельности тоже немаловажным является социальная поддержка наших жителей. У нас в рамках этого предусмотрено 878 тысяч рублей. Это на целый год? Да, это предоставление столичных пособий и проездных. Столичные пособия у нас предоставляются семьям, имеющим больше 4 детей, на ребенка до 10 лет в размере 600 рублей в квартал. И проездные пособия – это также многодетные семьи, которые имеют более 4 детей, на детей в возрасте от 10 до 18 лет в размере 1800 рублей в квартал. Хочу обратить внимание, что не в каждом муниципальном образовании такая программа работает. Но в городе это, в принципе, очень актуально, поскольку дети, когда достаточно город большой, детям приходится ездить на общественном транспорте, и эта помощь является таким действительно хорошим подспорьем в семье, которая имеет 4 и более детей. Следующим основным направлением у нас является организация культурно-массовых, спортивных праздников. Да. Мы постоянно организуем. У нас, хотелось бы отметить, что работает общественный совет, очень активный, совет ветеранов, совет отцов.
Вот появился в этом году совет молодых юристов, мы организовали совместно с общественными советами, также совет многодетных семей. Вот то есть женсовет, мы организуем ежегодно мероприятия как и по культурным, то есть по календарным датам, ну и также в рамках своей программы, которую мы утверждаем ежегодно. Вот. Следующим мероприятием у нас это обеспечение жизнедеятельности жителей нашего города. В данном случае, в данном направлении мы работаем со структурными подразделениями окружной администрации, муниципальными унитарными предприятиями. К примеру, допустим, совместно со службой эксплуатации городского хозяйства мы проводим ежегодный текущий ремонт жилищного фонда. В прошлом году туда такие виды работ включаются, как текущий ремонт деревянного фонда, это замена кровли, организация санитарных точек, замена электропроводки на деревянном фонде. Также совместно очень плотно работаем с департаментом жилищных отношений. В прошлом году в рамках федеральной программы переселения ветхого аварийного жилья нам удалось расселить 19 многоквартирных домов. Это порядка 4000 квадратных. Это вот за один год получается? Да, за один год. Прошлый, 2017. Прошлый 2017 год. Вот. Порядка 4000 квадратных метров жилья. Ну, еще остается у нас 11 многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Ну, мы сейчас пока ждем, когда будет утверждена программа на будущее. Да? Говорят, что с 2019 года она будет утверждена. То есть мы об этом говорили до прямого эфира, и вы сказали о том, что в 2018 году по плану пока расселения ветхих домов нет. Да. Все будет только в 2019 году. Говорят так пока, да. Но пока еще неизвестно точно. Да, это получается, решение должно быть принято на федеральном уровне, потом уже на республиканском. Вот, и сколько в итоге у вас домов на сегодняшний день считаются аварийными? 11. 11 домов? Да. По всему округу? По всему. Но это очень мало, если сравнивать с другими округами. Ну, пока да, я думаю, что да. Что-то еще добавить? Ну, хочу добавить, поблагодарить за поддержку структурных подразделений окружной администрации, поскольку у нас очень такая хорошая команда. Грубо говоря, вот, путем совместных усилий, совместных действий мы справляемся с поставленными задачами, которые перед нами ставят и руководством города, и жители. И я надеюсь, что качество обслуживания, качество предоставления жилищно-коммунальных услуг с каждым годом будет только расти и становиться лучше. Спасибо. А мы хотим напомнить вам, что наш выпуск делится на 3 блока. Первый блок – это отчет и вопросы от зрителей. Второй блок – это блиц-опрос. И третий блок «Было-не было». В феврале 2018 года, буквально вот недавно, на городской портал OneClick поступила заявка от района Автодорожный. Жителя из дома СТ в новом микрорайоне. Рядом есть микрорайон Прометей. Автобусы въезжают вовнутрь Прометея, но ограждение у них получается забором от строительства. Им приходится огромный круг делать, там более 2 километров, чтобы попасть на остановку. И вот они спрашивают, почему нельзя открыть вот это ограждение, чтобы они попадали на остановку. Да, я помню это обращение. Обращение поступало с портала OneClick. Там ситуация следующая. Там, получается, мы провели обследование, выходили на компании застройщика Прометей. Но там они сослались на том, что законодательством запрещено осуществлять проход через строительные площадки, то есть это ограничено СНИПами и ГОСТами. Но, тем не менее, мы надеемся, что мы проведем переговоры, поскольку в феврале еще не был начат строительный сезон. Сейчас уже сезон начинается у нас с марта. Буквально на этой неделе у нас 28 апреля будет проведен единый информационный день в мультимедийном центре «Россия. Моя история». Это буквально рядом с этим жилым кварталом. Пригласим компании застройщиков и жителей, и там это все совместно обсудим. Я думаю, что проблему решить можно. Там действительно проблема существует, людям приходится делать большой крюк, чтобы выйти на ближайшую остановку. Хотя, если организовать проход через строительную площадку, хоть как-то, да, то это бы, конечно, облегчило ему жизнь. Я понимаю, будем работать. Мы приступаем ко второму блоку, это блиц-вопрос. Мы их подготовили заранее, их 17 штук, и мы приступаем. Кем вы мечтали стать в детстве? Летчиком. Какое качество вы цените больше всего в людях? Наверное, преданность. Самое главное качество. Каким вы видите Якутск через 5 лет? Современным, чистым, зеленым. Самый дорогой подарок, который вы дарили? Самый дорогой подарок? Так, на первый взгляд, ты не скажешь. Наверное, бриллианты, наверное, своей любимой женщине. Самый дорогой подарок, который вы получали?
Детей, наверное. Да, детей. Замечательно. Что самое дорогое из предметов в вашей жизни? Предметов нет, но самое дорогое – это семья и дети. Мгм. Какая у вас заработная плата? 70 тысяч порядка. Какую бы зарплату хотели получать? Ну, хотелось бы чуть больше 100, конечно, поскольку все-таки уровень жизни изменился у людей. И цены на продукты питания тоже поднялись, и на коммуналку тоже, я думаю, что 100 тысяч было больше. Ради чего вы просыпаетесь каждое утро? Ради своей семьи Во сколько просыпаетесь? в 6 утра. Когда последний раз смеялись? Вот сегодня у вас на передаче Мгм. Какой тариф составляет на общественный транспорт? 25 рублей. Мгм. Представьте себя миллионером, у вас целых 14 миллионов. Куда и на что потратите? Ну, откровенно говоря, на кредитные обязательства, которые, наверное, у каждого второго человека есть, на улучшение жилищных условий, часть средств потратил бы на благотворительность и инвестиции в семью своих детей, наверное. Представьте себя волшебником. Какую мечту бы исполнили? Добрым волшебником. Если добрым волшебником, то, наверное, чтобы во всем мире была свобода и равенство. Теперь представьте себя злодеем. Какую мечту исполните? Если был бы я злодеем, я бы, наверное, сделал так, чтобы злодеев не было, а был бы я один злодей. Хорошо. Представьте так, как вы оцениваете свою работу? Вы хорошист, отличник или троечник? Ну, удовлетворительно, наверное, так говорить тоже не совсем корректно. Мгм. Оценивать должны люди, думаю, так. Но все равно вы оценили свою работу на Удовлетворительно. хорошо. Стараемся работать, конечно. 17 вопросов мы завершили и переходим к третьему блоку. Блок у нас называется «Третий. Было, не было». Также подготовили 17 вопросов, и вы отвечаете «было» или «не было». Мы приступаем. Застревали в лифте? Не было. Признавались в любви в школьные годы? Было. Поете в душе? Было. Теряли телефон? Не было. Не оплачивали проездной билет? Не было. Участвовали в массовых драках? В школе было. Сплав в парике Лена? Было. Жизнь в общаге? Было немного такое. Вождение автомобилем без водительских прав? Не было. Краснели ли вы за свое поведение? Было. Играли в компьютерные игры сутками? Было. Смотрели фильм «Терминатор»? Было, конечно. Почему Пересматривал. такой вопрос? Потому что мы сделали картинку в этом образе. Так, мечтали стать прокурором? Мечтал. Мечтали ли стать президентом? Или мечтаете? Мечтал, ну, не мечтаю. Мгм. Давали милостыню просящим? Да, было. Подделали ли вы чью-то подпись? Не было. Соврали ли вы на какой-нибудь вопрос? Не было. Ну и теперь пожелания нашим зрителям от вашего имени, либо от имени управы. Уважаемые зрители, от себя лично, от нашего коллектива, разрешите поздравить с наступающими майскими праздниками. Проведите их хорошо, с пользой. Вы обязательно съездите на природу, если погода позволит. Но при этом не забывайте соблюдать правила пожарной безопасности. Хочу поздравить всех наших ветеранов с наступающим 9 мая, великим праздником. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, побольше ярких, хороших жизненных моментов, чтобы вас окружали близкие люди, хорошие, окружали вас заботой. Всех жителей нашего округа призываем поддерживать все социальные акции, которые организует окружная администрация и округа. Уважайте труд чужих людей, других людей, и все-таки любите свой город и старайтесь поддерживать его в чистоте. Спасибо. Замечательные слова. А я хочу сказать, что следующий эфир будет 16 мая, так как 2 недели падает на выходные дни. Следующий выпуск будет 16 мая. На ваши вопросы ответит глава городского округа город Якутск Айсен Сергеевич Николаев. Не пропустите. До скорой встречи!